Вы это видели? На канале Ninety One новый тизер, блин, это к фильму, Я в шоке, короче, ребят. Начинаем смотреть, потому что я еще не смотрела, я только видела, что вышел тизер, и поэтому начали. Раз, два, три, поехали. А у меня аж мурашки пошли по ногам, блин. Уф, офигеть, это как так возможно вообще? Ого, а зачем милиция была, в смысле? Офигеть, ребят! өмірде екі адам болады. Біреу орнынан қозғалысы келмейді, дәл сол қалпында қалғаны қалады. Екінші жағаға ұмытылады. Енді біз... У меня мурашки не проходят, ребят, серьезно. Я плачу. Извините, так резко прервалось, у меня зарядка села на камере, мне пришлось сейчас включать телефон и снимать на телефон. Ребят, это нереально, я сижу, я плакала только что. Это... Сейчас, подождите, дайте я немножко отойду. Что я вообще хочу сказать про мальчиков, да? В некоторых моментах тут показали, как... Изи ставит пистолет к своему лицу, как избит Эйс, и вообще все вот это вот. Я помню, я выпускала видео про протест с хейтером, как бы Ninety One, то, что Ninety One не любят. Я не знаю, это, знаете, это очень сложно. Все фанаты, которые пришли совсем недавно в кей-поп индустрию, да, и знакомятся с Ninety One, они не знают всей истории, как эти мальчики пробивались, чего им это стоило, что они чувствовали, когда пробивались. Ребят, я не так давно тоже здесь, но я прекрасно знаю то, что многие эстрадные исполнители, да, национальные исполнители Казахстана, они были против Ninety One, то, что эта музыка вообще ничего не стоит, ее не надо слушать и так далее. У Ninety One даже было выступление, где они просто стояли, пели, не танцевали. Их даже вроде мне, как говорили, записали по другим названиям, лишь бы другие звезды как бы не знали об этом. Это, понимаете, это некрасиво. У меня вот, я сейчас говорю вам про Ninety One, когда вообще вот я вот начинаю осмысливать всю эту ситуацию с Ninety One и как с ними поступают, у меня на самом деле начинают идти мурашки, слезы из глаз. Я себя реально сейчас сдерживаю, лишь бы не заплакать, потому что на камеру плакать это... Те люди, которые только фанаты, те люди, которые давно на эстраде, у которых есть связи какие-то, да, грубо говоря, не то, что связи, там родители помогают которым, они все думают, что это очень легко, их принимают. Но эти мальчики... Они столкнулись с тем, что их не приняли, они столько пережили. Я просто представляю, каково это читать какие-то такие злобные комментарии хейтерские, да, что
Вы не очень, вы там говно, извините меня, да, и остальное. Это... Это неправильно, я не знаю. Я просто, знаете, по жизни я сама с таким сталкивалась. Меня не любили в классе, меня не полюбили в университете, не полюбили только из-за того, что я вот такая, какая я есть. То, что я вот занимаюсь, это вот снимаю, получается, на камеру все, да. Я любила Корею, когда училась в школе, до сих пор ее люблю. Вот это люди не понимают. Меня многие, грубо говоря, не то что хейтили, меня оскорбляли, как бы что только я не испытывала, что мне только не говорили, поэтому я понимаю чувства этих мальчиков, и я на себе реально это испытала, хотя я не на сцене выступаю, мне там не звезды что-то говорят, я испытала это на себе, я понимаю, каково это, как ты просто приходишь, там, не знаю, со школы, с учебы, хоть откуда, и просто тебе в такой степени обидно, что ты ничего сделать не можешь, ты не можешь не сказать ничего этим людям, ничего возразить не можешь, просто такое ощущение, что ты под водой, серьезно, тебя никто не слышит, твой голос, его никто не слышит, ты никому не нужна. Я с этим много раз сталкивалась, и это реально, это очень обидно, это очень задевает. Посмотрев на мальчиков, я это опять понимаю, что я прям не могу, я не знаю. Сколько протестов было в группе 91, сколько всего происходило. Мальчики, в принципе, ни в чем не виноваты. Они просто захотели себя показать в новом амплуа. Просто я помню, один фрагмент был, где их продюсер, получается, бил в автобусе, да, не ехали. Вы представляете, какая это ноша не только 91, но и всем, кто их окружает. Получается, все люди, которые окружают, они тоже попадают под эту критику, и их тоже начинают критиковать, и им тоже, как бы, ну, не знаю, ну... Я понимаю этих мальчиков, серьезно, ребят. Я столько с этим сталкивалась. Даже сейчас, то, что я снимаю реакции, сейчас я занимаюсь ютубом, столько всего негатива лилось в мою сторону. Со стороны не только тех, кто меня смотрит, конечно же, а со стороны тех, кто рядом со мной находится. Мои какие-то друзья, знакомые. Люди не понимают, люди начинают критиковать, не зная всей сути. Это неправильно. И тут то же самое. Когда ты что-то делаешь новое, которое непривычно для других людей, это сразу начинают обсуждать и не воспринимают. Я этого не понимаю. Я только за. Я вот рада, что все развивается, а почему-то некоторые против всего этого. Я не знаю. Просто плакать охота, серьезно, от всего этого. Это мне плохо, серьезно. Мальчики, конечно... Вот я просто уверена, что, знаете, я еще плачу еще из-за того, что этот клип, этот фильм, точнее, вы в Казахстане посмотрите первыми. Я его не увижу. Я его увижу, когда он появится только вот в интернете, и то не факт, что он там появится. Я не знаю, что делать, я расстроена, мне охота плакать из-за этого тоже. Это фильм реально такая, вы знаете, возможность заглянуть вовнутрь этих мальчиков, в их душу и понять, что же они чувствовали тогда, когда переживали все эти моменты. Хочу на Антиван сказать только одно, ребят, спасибо вам большое, то, что вы не отступаете, то, что вы дальше занимаетесь своим делом, своей музыкой и предоставляете ее нам. Потому что если бы не было вас, нас бы тоже, в принципе, не было. Мы бы не смогли узнать такую крутую группу, не смогли бы наслаждаться музыкой и не узнали бы, что такое направление Q-pop. Поэтому спасибо всем, кто меня реально смотрит, кому, может, понравилось. Я под впечатлением охота пересматривать этот клип снова и снова. Надеюсь, вам понравится. Всех вас люблю. Сау.